Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. В Министерстве обороны Абхазии подвели итоги призыва на военную службу в 2020 году. На совещании под председательством министра обороны Владимира Ануа было отмечено, что план весеннего и осеннего призыва не выполнен. И на то есть объективные причины. Призывники уклоняются от службы в армии. Есть те, кто признан негодным к службе. Также на призыв повлияла пандемия коронавирусной инфекции. При этом многие студенты, обучающиеся за пределами республики, своевременно не предоставляют справки с места учебы. Уклоняются от военной присяги и студенты, которые обучаются заочно в вузах Абхазии. По итогам заседания был утвержден план на 2021 год. Министр обороны Владимир Ануа призвал применить жесткие меры к уклонистам и привлекать их к административной и уголовной ответственности. Усилить работу призывных комиссариатов, наладить более тесную связь с правоохранительными органами. В Москве состоялась встреча министров культуры Абхазии и России. Гудиса Агарба и Ольга Любимова обсудили итоги сотрудничества за 2020 год и наметили планы. В частности, был подписан план сотрудничества в области культуры на 2021 год. В его рамках в мае запланировано проведение в Абхазии концертов Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева, выступление Государственного русского театра драмы имени Искандера на открытии 23-го международного театрального фестиваля стран СНГ и Балтии, встречи в России в Санкт-Петербурге. Помимо этого, в День независимости Республики Абхазия в городе Сухум будет представлена концертная программа лауреатов международного конкурса имени Чайковского совместно с симфоническим оркестром Государственной филармонии Адыгеи при участии камерного оркестра Абхазии. Российская сторона также окажет содействие проведению как очных, так и онлайн-мероприятий по линии образовательных учреждений культуры в текущем году. Торгово-промышленная палата Абхазии и Государственное инвестиционное агентство подписали договор о сотрудничестве, в рамках которого они намерены взаимодействовать сразу по нескольким направлениям. По каким, расскажет Алика Трапш. Договор о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой и Государственным инвестиционным агентством подписан с целью привлечения инвесторов и исходит из необходимости координации усилий государственных и предпринимательских структур, направленных на улучшение инвестиционного климата в республике, чтобы сформировать развитую инфраструктуру обслуживания предпринимательства, эффективно решать задачи, которые стоят перед ними. По мнению президента ТПП Тамила Мирцхулава, необходимы согласованные действия общественных и государственных организаций. Для торгово-промышленной палаты очень важно оказание поддержки предпринимательскому сообществу нашей страны и всем тем, кто пожелает с ними сотрудничать, потому что мы являемся своего рода мостом между бизнесом и властью. И сегодня у нас есть с вами обоюдное желание работать вместе. Для этого мы готовы оказывать всяческую поддержку. Это не только в обмене опытом, информацией, но и уверенно привлекать представителей наших организаций в различные рабочие группы, в различные, возможно, зарубежные командировки, а также по организации разных мероприятий, связанных с приемом бизнес-миссий, прибывающих в нашу страну. Уверена, что между нами есть много общего, но самое главное, на наш взгляд, то, что нас объединяет, это привлечение инвестиций в республику и желание помогать предпринимателям, всем тем, кто пожелает создать свой бизнес на территории нашей страны. В рамках подписанного соглашения ТПП и Госинвестагентство намерены взаимодействовать сразу по нескольким направлениям. Это сотрудничество в разработке инвестиционных предложений, в проведении анализа эффективности инвестпроектов и в разработке предложений по повышению их привлекательности. Кроме того, стороны будут взаимодействовать в вопросах внешнеэкономической деятельности. Подписание соглашения между нашими организациями позволит объединить возможности государственного учреждения и торгово-промышленной палаты в совместной работе с инвесторами, с предпринимателями, позволит нам решать уже конкретные проблемы, открывать какие-то новые горизонты, новые возможности развития, предметно и точечно. Мы рады, что у нас есть сегодня такая возможность, и что мы можем не говорить, а дальше уже с вами предметно показывать результат нашего взаимодействия. И я убеждена, что подписание нашего соглашения, наше тесное взаимодействие, наша дружеская, комфортная обстановка позволит нам
достичь нашей общей цели процветания республики. В рамках реализации подписанного соглашения стороны будут проводить консультации, совместные рабочие встречи, семинары, круглые столы в целях выработки предложений по проблемам, представляющим взаимный интерес. Алика Трапшина, Алла Гухава, Абхазское телевидение. 22 марта республиканская общественная организация Айтгалара обратилась к президенту с предложением дать объективную политическую оценку всем событиям, сопряженным с насильственной сменой действующей власти в период с 2004 года по настоящее время, после чего объявить политическую амнистию. Такое решение, по мнению представителей организации, будет способствовать внутриполитической стабильности в Абхазии. Также они считают необходимым начать диалог с оппозицией с реальных действий, направленных на объединение всех политических сил, недопущение антиконституционных действий и реального объединения народа. На обращение Айтгалара отреагировала политическая партия Амцахара, которая поддержала инициативу «Страна устала от потрясений и нестабильности, от разобщенности в обществе и стихийных митингов. Общество, разбитое на группы, не может полноценно развиваться. Оно не способно сконцентрироваться на реализации национальных проектов, обеспечивающих безопасность страны и ее граждан», отмечается в частности в заявлении Амцахара. Обращение Айтгалара поддержал и политсовет партии «Единая Абхазия». Мы, безусловно, согласны с предложением начать все с чистого листа и прекратить поток взаимных упреков и обвинений как в различных политических катаклизмах, так и в других кризисных явлениях в жизни нашей страны, отмечается в заявлении «Единой Абхазии». Инициативу Айтгалара поддержала и общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии «Абаш». Чтобы не допускать очередных потрясений, мы призываем общественных деятелей, общественно-политические движения и партии поддержать инициативу Айтгалара, говорится в заявлении организации. Руководитель политической партии Айтейра Леонид Лакербая поделился с редакцией Апсадгил-Инфо своим личным мнением. По его словам, обращение Айтгалара и иные предложения по стабилизации ситуации в стране будут рассмотрены партией Айтейра. Речь идет в том числе и о создании коалиции партий и движений, поддержавших выдвижение Сланабжаня кандидатом в президенты. Обращение Айтгалара можно было сделать в рамках предложенного главой государства Общественного совета. Хотелось бы знать, говорит Леонид Лакербая, что же конкретно означает «с чистого листа», помимо политической, экономическую, приватизационную, уголовную амнистию. В Министерстве просвещения и языковой политики завершила свою работу вторая научно-практическая онлайн-конференция «АПЕПШ». Мероприятие проводилось на платформе Zoom с привлечением ведущих специалистов в области образования Абхазии и России, а также директоров школ и педагогов. Онлайн-конференция стала площадкой для обмена знаниями, опытом и новым видением функционирования системы образования, совершенствования и реформирования данной области, повышения уровня квалификации педагогов. Доклады спикеров конференции в основном касались дистанционного образования. Как известно, новая форма обучения получила широкое распространение в период пандемии коронавирусной инфекции. Конференция охватила более 400 участников. Организаторы планируют проводить подобные мероприятия раз в 3-4 месяца. Все активные участники конференции получат сертификаты. Расширенный репортаж о работе научно-практической онлайн-конференции «АПЕПШ» смотрите после выпуска новостей в рубрике «Амши Кушара Яцу». Исполнилось 410 лет со дня рождения известного путешественника Эвлия Челеби. Родившийся в Стамбуле в семье османского придворного ювелира, Эвлия Челеби путешествовал по Османской империи и сопредельным государством более 40 лет. Его мать была родом из Абхазии, где он побывал в 1635 году. Существуют интересные предания о происхождении абхазов, рассказанные им в книге «Путешествий». Труд Эвлии имеет огромную ценность и как источник по истории, географии, лингвистике, архитектуре и по множеству иных вопросов как османских земель, так и соседей Османской империи. 3 апреля в Русском драматическом театре имени Фазиля Искандера состоится премьера спектакля «Солярис». Пьеса поставлена Артемом Устиновым по роману писателя-фантаста Станислава Лема.
Для труппы театра эта постановка нова и необычна, так как им еще не приходилось работать в жанре научной фантастики. Эсма Гуланзе побывала на репетиции спектакля и пообщалась с артистами. Знал, на станции еще кто-нибудь есть? Ты видел? Я был с Артуриусом, он не один. Каждому из нас приходилось размышлять над извечным вопросом человечества. Одни ли мы во Вселенной? А если не одни, какие они, другие миры и планеты? В поиске ответа на этот вопрос главный герой пьесы, психолог Крис Кельвин, прибывает на станцию планеты Солярис, где присоединяется к группе ученых. Человечество уже веками бороздит звездные дали, но эта планета особенная. На ней есть жизнь, и представлена она всего одним существом. Зато каким? Разумным, способным творить одновременно ужасные и чудесные вещи. Это первая такая серьезная роль у меня. Я тоже изначально думал, что там должен быть постарше какой-то актер, который будет играть эту роль. Вот. Поэтому для меня тоже распределение было удивительное какое-то. Потом мы поговорили с режиссером, и я понял просто, чего он хочет и от чего хотел отойти вот от этих вот изначальных канонов возрастных, наверное, в этом романе. Роль серьезная, роль тяжелая, волнительная, не знаю, я уже не сплю, наверное, нормально больше 2 недель, но будем справляться с этим. В основе спектакля «Солярис» фантастический роман Станислава Лема, дополненный новыми сценами и более развернутыми персонажами. Постановка своего рода продолжение размышлений, заложенных в известном произведении. Мой персонаж – это первая группа исследователей, которая полетела в космос, но потом вернулась на Землю. А другие ребята – это вторая группа, которая непосредственно уже находится на Солярисе. Наши образы, они в романе затронуты, но не раскрыты. И мы, кстати говоря, мы их дописывали сами, сочиняли, придумывали, компоновали. С момента выхода в свет книги «Солярис» прошло уже 60 лет. За все эти годы роман не утратил актуальности и продолжает волновать умы поколений. Автор поднимает множество серьезных проблем – моральных, философских, социальных. Мне предложили сделать этот роман, и, в общем, сразу согласился. Потому что, с одной стороны, вроде как название всем известное, с другой стороны, мало кто, наверное, читал его именно сам роман. Но мне кажется, фантастика – это же очень театральная вещь на самом деле, и, может быть, зря, что так очень редко у нас она появляется в театре. Казалось бы, это какой-то удел кино, но мне кажется, у театра же гораздо больше возможностей, поэтому он может сделать из такого классической научной фантастики, такого старого образца, что-то такое очень интересное и новое. Подготовка и выпуск спектакля – это важный и ответственный момент работы. От распределения ролей до изготовления костюмов и подгонки декораций. Работа над спектаклем началась в первых числах января. Уже около 2 недель репетиции проходят в режиме нон-стоп. Но сложно, наверное, создать какое-то ощущение неземного чего-то, чтобы артисты существовали в пространстве, где они не сидят на 2 стульях и не разговаривают, да, а они были бы в каких-то других предлагаемых обстоятельствах, другого мира, другой реальности, чтобы у них голоса по-другому звучали, чтобы они как-то двигались по-другому. Вот это, наверное, такое самое комплексное, сложное. Премьера спектакля «Солярис» состоится 3 апреля. Эсма Гуланзе, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. 26 марта часть Сухума останется без воды из-за ремонта канализационного коллектора. Как сообщает Сухумский водоканал, подача питьевой воды будет прекращена с 0 до 18 часов в районах Турбазы и Киласура. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, в пятницу 26 марта в Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью и утром временами дождь. Днем преимущественно без осадков. В предгорьях и горах дождь со снегом. Снег. Температура воздуха ночью плюс 1,6, днем плюс 4,9. Температура морской воды плюс 10. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.